Как стражам правопорядка удается приезжать на вызов за 3 минуты и почему гулять ночью опасно даже в центре города? Об этом нашему корреспонденту Петру Говорову рассказали сотрудники Росгвардии. Он отправился в ночной рейд с силовиками. Специально нас пригласили на рейд с вневедомственной охраны, которая тоже вошло в состав Национальной гвардии Российской Федерации. Ориентировки, указания. Рейд начинается с инструктажа. Далее сотрудники отправляются по машинам. В рейд по столице Якутии выезжаем с полицейскими Дмитрием Аконишниковым и Иваном Смирниковым. В течение 15 часов им предстоит контролировать центр города. Хорошо, по яркому, отметка норма. Вызов дежурного. В одной из саун города сработала кнопка вызова. Полицейские обходят здание по периметру и входят в сауну. Заходим, видим, плачущая девушка, к тому же не в трезвом состоянии. Оказалось, что здесь гуляла компания, в разгар веселья сломали мебель, а оплачивать ущерб отказались. Хозяйка вынуждена нажала кнопку тревоги. Не, ничего не сломали. Отдыхаете просто? Ага. С кем отдыхаете? Сколько вас? Ну, с друзьями. Именно предметно посмотреть, мы видим сломанные стулья. Сломанные, посмотрите. То есть, получается, сами же посетители ломают казенное имущество сауны. Почему снимаете? Оперативная сервис у нас. Сколько Стул. стоит? Сколько стоит стул? 7 тысяч. 7 тысяч рублей. Они, получается, хотели убежать, когда мы Но приехали? они сказали матами, он оплачивать не будет. Полицейские обнаруживают злоумышленника, вызывают подмогу ребят из вневедомственной охраны. Итог: нарушитель посажен в машину. Здесь сиди будем. На колесо сядь. На данного гражданина поступило заявление о том, что он громко выражался нецензурной бранью и, хулиганил в общем. И поэтому его сдали в отдел полиции по мелкому хулиганству. Не стоит думать, что специалисты работают только по сигналу тревожной кнопки. 52. Передел 52. Сейчас, смотрите, поймали человека, он нетрезвый, весь в снегу. Давайте подойдем поближе. Погуляли, да, хорошо? Погулял. Я не пьяный. Ну вот так вот, не признает то, что он пьяный. Впрочем, вечер на удивление спокойный. Несмотря на потепление, пьяных дебоширов на улицах не видно. Обычно сотрудники проезжают около 100 километров за рейд и отрабатывают минимум 5-6 сигналов тревоги. Самыми тяжелыми оказываются длительные праздники. С начала года у нас сотрудниками вневедомственной охраны доставлено в отделы полиции свыше 600 человек за различные виды правонарушений. В отношении 300 административные протокола были составлены, в отношении 23 уголовные дела были возбуждены. Патрулирование не прекращается. Служебная машина останавливается, только чтобы выпустить домой съемочную группу. У сотрудников вневедомственной охраны еще 7 часов непредсказуемой рабочей смены. Петр Говоров, Илья Сыромятников, Григорий Охлопков, Якутск.